Эфир Абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Обновление плантаций и реализация сельхозпроектов. Репортаж о прогнозах и ожиданиях аграриев. ВАК совместно с Минздравом Республики провел диспансеризацию учащихся Ачимчирской школы-интерната. Литературно-музыкальный вечер, посвященный творчеству Фазилия Искандера, прошел в Сухумской 3-й средней школе, где учился писатель. Александр Анкваб провел совещание по вопросам энергоснабжения республики. В рабочей встрече приняли участие первый вице-премьер-министр энергетики и транспорта Джансух Нанба, министр финансов Владимир Делба, председатель комитета парламента по экономической политике и реформам Резу Зантария, директор Черноморэнерго Тимур Джинджоля и заместитель директора главный инженер Тенгиз Герджинба. Премьер-министр поручил Минэнерготрансу совместно с Черноморэнерго спрогнозировать объем потребления электроэнергии во втором квартале текущего года и подготовить дополнительные предложения по предупреждению перебоев в электроснабжении республики. Сельхозпредприятие «София», что в Гулрыбском районе, активно занимаются обновлением цитрусовых плантаций. Сейчас здесь ведутся работы по обрезке деревьев и расчистке от сухой растительности, закладывая основу для будущего урожая. А в селе Пщап в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства успешно реализуется проект по выращиванию клубники. О прогнозах и ожиданиях агрария в репортаже Гугуца Вардания. В Гулрыбском районе Абхазии сельскохозяйственное предприятие, арендуемое обществом с ограниченной ответственностью «София» с 2005 года, активно занимается обновлением своих плантаций. С 20 февраля здесь ведутся работы по обрезке цитрусовых деревьев и расчистке от сухой растительности, закладывая основу для будущего урожая. Главный агроном Вартан Баян рассказал о том, что летом будут проводиться работы по защите деревьев от вредителей с помощью специализированных препаратов, предоставляемых Министерством сельского хозяйства. Такие меры, по словам Баяна, необходимы для обеспечения благоприятных условий для роста более 20 тысяч деревьев мандаринов, возраст которых превышает 50 лет. Ожидания от текущего года высоки, предполагается собрать до 500 тонн цитрусовых, что существенно превысит прошлогодний урожай в 200 тонн. Это станет возможным благодаря уходу за плантациями и тщательной борьбе с новыми болезнями и вредителями. Подготавливаемся к летним работам, потому что после обрезки у нас предстоит опрыскивание деревьев от вредителей, которые появляются в начале апреля, которые вредят дереву. Также, когда мы проводим опрыскивание, нам препаратами помогает Министерство сельского хозяйства, которое каждый год в несколько раз в течение всего периода выделяет нам препараты для лечения мандарин. На предприятии существует проблема нехватки рабочей силы, которая усугубляется оттоком молодежи из сел. Руководитель районного сельхозуправления Рафик Григорян отметил, что коллектив «Софии» не теряет оптимизма и продолжает работу по восстановлению и расширению плантаций. Почему-то молодежь считает, что если уйдет из села, то больше заработает, лучше будет жить. Это неправильное мышление. На мой взгляд, нужно молодым повернуться лицом к селу, к земле. В контексте стратегического развития Абхазии сельскохозяйственная отрасль является ключевой. Успехи и инициативы на подобных предприятиях, как «София», демонстрируют потенциал для обеспечения сельскохозяйственной безопасности и продовольственной самодостаточности страны, отметил Григорян. Земля – это все. Это, во-первых, для нашего государства это продовольственная безопасность. Мы должны быть самодостаточными по основным видам сельхозпродукции. Вот. Со стороны государства, конечно, мы все по мере возможности через Министерство сельского хозяйства оказываем помощь всем сельхозпредприятиям, в том числе ООО «София», ядохимикатами. Мы иногда помогаем даже по вопросам реализации выращенной продукции.
А в селе Пшап местные предприниматели ожидают богатый урожай клубники. Реализация проекта стала возможной благодаря ведомственной целевой программе развития сельского хозяйства 2023. В клубничном хозяйстве под управлением местного жителя Саака Папазяна кипит работа. На финансирование этого проекта был выделен 1 миллион рублей. На участке в 1 гектар высажено 70 тысяч корней клубники. В прошлом году было собрано нами 14 тонн клубники. Все это вывезено было в Российскую Федерацию, там реализовать. Мы очень благодарны Министерству сельского хозяйства, руководству страны. Хочу призвать молодежь заняться сельским хозяйством. У нас очень плодородная земля, можно вырастить очень много культур. Предыдущий урожай был успешно реализован на оптовом рынке в Сочи, что стало возможным после подписания прямых контрактов с оптовиками. Также одобрен бизнес-план по расширению хозяйства, на реализацию которого государство выделит 600 тысяч рублей. Всего из предложенных 25 проектов в Гулрыбском районе 18 получили одобрение и уже показывают хорошие результаты. Как видите, деньги потрачены были не зря. Здесь в прошлом году, в 2023 году, получили урожай. И в этом году, в 2024 году, они, конечно, получат неплохой урожай. Хотя здесь есть очень много сложностей в плане, что клубника очень нежная культура. Часто болезни, вредители вредят, не дают ему дать полноценный урожай. Буквально 3-4 года тому назад здесь были кустарники, лес. Руководитель районного сельхозуправления Рафик Григорян подчеркнул успех одобренных проектов, включая инициативы по выращиванию однолетних и многолетних культур, таких как клубника, различные овощные культуры и цитрусовые. Гугут Савардания, Абхазское телевидение. 177 майнинг-аппаратов изъято в Сухумском районе, а у жителя Гагарского района изъято оружие и боеприпасы. Подробности в оперативной съемке МВД. В селе Гумиста Сухумского района в результате проведения оперативно-профилактических мероприятий по выявлению незаконных подключений к электросети и осуществления добычи криптовалюты сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции, УКОН МВД и сотрудниками отдела внутренних дел по Сухумскому району совместно со специалистами Госстандарта Абхазии обнаружена майнинг-ферма. 177 аппаратов, принадлежащих Ашува Руслану Александровичу и Жовнир Георгию Тимуровичу, были размещены на территории частного нежилого строения по улице Шерская, 9-й проезд. Оборудование демонтировано, изъято и помещено на склад Государственного комитета по стандартам, потребительскому и техническому надзору. В отношении владельцев применена мера административного взыскания. У жителя поселка Бзып Гагарского района Арабова Аркадия Григорьевича 1991 года рождения в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий на контрольном пункте милиции Мюссера сотрудники уголовного розыска данного подразделения изъяли незаконно приобретенное и носимое огнестрельное оружие и боеприпасы. Изъятое оружие является пистолетом системы Макарова калибра 9 мм, переделанным кустарным способом и захолощенного в боевой, технически исправный и к производству выстрелов пригодные. Боеприпасы к нему являются боевыми. Также технически исправна и пригодна к производству взрыва ручная граната. В отношении гражданина Арабова по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьей 217 Уголовного кодекса Республики, группой дознания Гудаутского РУВД возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. С 19 по 21 марта Всемирный Абхазо-Абазинский конгресс совместно с Минздравом Республики провел диспансеризацию учащихся Чемчирской школы-интерната. За 3 дня врачи обследовали свыше 400 школьников и преподавателей. Как прошел масштабный проект и какие заболевания выявлены у детей в материале пресс-службы ВАК. У невролога, у глазного, у лор-врача был и увидел. И что тебе сказали? У глазной все хорошо, у невролога тоже.
К сожалению, не всегда у детей все хорошо со здоровьем. А чтобы вовремя распознать заболевание и начать его лечить, проводится диспансеризация. На этот раз она получилась по-настоящему масштабной. В течение 3 дней врачи обследовали учащихся Очамчирской школы-интерната. 3-дневному десанту медиков предшествовал этап забора крови. Он проводится для того, чтобы ребенок пришел на осмотр с результатами анализов. После того, как дети были осмотрены, мы даем рекомендации для дальнейшего обследования, лечения у соответствующих специалистов. Я думаю, что диспансеризация в школе-интернате, она не проводилась вообще уже давно, много лет. Осмотр проводился только педиатром. И на сегодняшний день это очень хорошо. Родители довольны, потому что не всегда получается взять своего ребенка, повезти, обследовать, пройтись по всем специалистам, а тут получается, что специалистов очень много, есть возможность пройти всех. В школе-интернате обучаются более 450 детей. Большинство из них находится здесь с понедельника по пятницу. 130 человек остаются в учебном заведении. Есть здесь и дети из социально незащищенных слоев населения. У них нет возможности куда-то детей отправлять, если не заболеют, то их периодически водить и проверять. Есть трудные семьи, где им тяжело, где по 3, 4, 5, 8 детей находятся. Их всех не проверят. Потом я хотела бы сказать, что семьи, которые воспитываются с бабушками, с дедушками, только с отцами. Поэтому я хочу сказать, благодарность такую, знаете, с низким поклоном благодарность объявить Абхазо-Абадинскому конгрессу. Главными героями диспансеризации можно смело назвать медиков. Свои усилия объединили различные специалисты Минздрава – офтальмологи, кардиологи, лор-врачи, эндокринологи, педиатры, неврологи, урологи и реабилитологи. В течение 3 дней школу посетил широкий спектр специалистов, больше 10 человек. Всего в диспансеризации приняло участие около 35 врачей и медсестер, с одной стороны, а с другой стороны более 350 детей и еще около 100 учителей. Не все врачи смогли остаться в Очамчире на ночь, поэтому часто сменяли друг друга, вообще люди занятые, поэтому их очень тяжело оторвать от работы на 3 дня, но тем не менее они все равно поддержали этот проект. Диспансеризация выявила различные заболевания, в том числе достаточно серьезные патологии. В целом процент выявляемости здесь оказался выше из-за большого количества детей. Узловые зобы были у девочек обнаружены в раннем возрасте. Со стороны урологии были несколько случаев мочекаменной болезни обнаружены у мальчиков фимозу. Также были обнаружены врожденные аномалии развития. По одной почке было у нескольких человек. Было несколько пороков сердца обнаружено, тоже ранее не диагностированных. Семьи были не в курсе. А дети, которые много контактируют с гаджетами, имеют серьезные проблемы в очень даже раннем возрасте по линии офтальмологии, которые тоже требуют обязательного реагирования. Мы сделали ЭКГ обследования и взрослым, и детям. Традиционно в школе также были обследованы взрослые люди. Проект оказался возможным благодаря совместным усилиям большого количества людей. Кстати, пока мы находились здесь, некоторым детям и лекарства приобрести, некоторые врачи взяли на себя дальнейший осмотр и лечение детей, которые находятся в сложных жизненных ситуациях. И за это прям очень хочется поблагодарить. Я просто уверена, что все вместе сделали большое, благое дело. Конечно, отдельные слова благодарности школе-интернату, руководству и каждому учителю, который очень большое внимание уделяет здоровью своих подопечных. В целом, мероприятие такого масштаба не было бы возможно без всех врачей, которые нас поддержали, без лаборатории, которая работала в ударном режиме в течение всей недели, проводя анализы около 400 человек. Очень сильно помог организовать это мероприятие Министерство здравоохранения Абхазии, в частности, заместитель министра Саида Юрьевна Делба, человек, который курирует направление педиатрии Гуня Эсма Юрьевна, но также сам министр Будба Эдуард Валерьянович. Мы хотим поблагодарить главу Очамчирского района Бигвала Беслана Владимировича, а также Перцхелия Беслана Дмитриевича за то, что помогли нам организовать перемещение и размещение врачей в Очамчире.
Всемирный абхазо-абазинский конгресс запустил проект в марте 2023 года. Диспансеризация направлена на оказание квалифицированной медпомощи ученикам и учителям сельских школ Абхазии. Эсма Гуланзе, Шезина Бганба, пресс-служба ВАК. В этом году в республике широко отмечают 95-летие со дня рождения писателя, поэта и мыслителя Фазиля Искандера. Литературно-музыкальный вечер, посвященный творчеству писателя, прошел в его родной школе – Сухумской средней школе номер 3 имени Юрия Воронова. Репортаж Рады Чачава. Человек должен быть порядочным. Порядочность не предполагает героичности, она предполагает неучастие в подлости. Так писал поэт, философ, писатель, мудрый и добрый гений. И, как отметили собравшиеся на памятном вечере, наш Фазиль. Один из самых известных и востребованных авторов прошлого столетия, подаривший мировой культуре частичку абхазского колорита, передавший неувядающий дух солнечной республики во всей полноте красок. В этом году Фазилю Искандеру исполнилось бы 95 лет. В честь круглой даты педагогический состав и ученики школы номер 3, в стенах которой когда-то обучался и сам писатель, провели памятный вечер, на который были приглашены и те, кто лично знал Фазиля Абдуловича. Я вообще-то мало знаю писателей, которых вот так запросто люди называют Фазиль. Это действительно наш Фазиль, мы его зовем по имени. И все знают, о ком идет речь. Фазиль – это наш писатель. И мы говорим о том, что он представитель двух стихий, двух культур, русской и абхазской. И это правда, но это совершенно особенный мир, особый литературный мир, совершенно особенная литературная Абхазия. Вот я хочу, дорогие ребята, чтобы вы получили вот эту удивительную прививку любви творчеством Фазиля Абдуловича Искандера. И чтобы всю жизнь несли в себе вот эту удивительную, обаятельную, щемящую, может быть, ноту этого искреннего и абсолютно, как бы сказать, вселенского, что ли, такого масштаба творчества. Все знают, что Фазиль – это великий писатель. Вот вы, когда изучаете литературу, наверное, вам говорили, что есть писатели разного уровня. И есть такой самый высокий уровень – это мировой писатель. Писатель мирового уровня, который узнаваем везде, в любой стране. Потому что общечеловеческие ценности, они для нас с вами общие, так скажем. И Фазиль Абдулович, Фазиль, наш Фазиль, это тот писатель, который несет человеческую не только сущность, а человеческое понимание жизни. Он великий гражданин своей страны. И гражданин мира в том числе. Литературно-музыкальный вечер в память об одном из самых ярких абхазских писателей выдался эмоциональным, живым и по-своему колоритным. Дети талантливо зачитывали целые отрывки из произведений Искандера, демонстрировали гостям театрализованные постановки из известного сборника рассказов детства Чика, пели о прекрасном Мухусе, утопающем в цветущих акациях, и были полностью вовлечены в процесс как физически, так и эмоционально. Мне пришлось его бросить из своих родичей. Я загубила свою молодость ради своих братьев. А что толку? Ничего путного из них все равно не вышло. Осталась одна надежда на моего Чика. Чик, отличник, гордость школы. Имя Фазиля Искандера неразрывно связано с историей Третьей Сухумской школы, педагоги которой отметили, что ежедневно стараются увлекать детей в многогранные миры писателя, понятные и близкие каждому жителю Абхазии. Очень много сцен из произведений Фазиля Абдуловича, очень насыщенная программа, также представлены фотографии различного периода этого писателя. Я надеюсь, сегодня мы еще раз сможем приобщиться к творчеству Фазиля Абдуловича, окунемся в этот прекрасный, удивительный, глубокий, порой очень сложный, но тем не менее очень близкий и понятный нам мир, который называется Фазиль Искандер. В красочной и живой программе приняли участие совсем юные школьники, которые, по словам организатора мероприятия, преподавателя русского языка Екатерины Шония, были искренне заинтересованы и увлечены каждым этапом подготовки к вечеру. Детям интересно тогда, когда они понимают, что это связано с жизнью.
что вот эта вот школа, где учился этот писатель. Когда они начинают читать рассказы о Чике, они понимают, что это тоже про них. И это происходило в стенах этой школы. Потом, когда показываешь хронику, какие-то видео, и вот дом, где он жил, вот груша, вот детский сад. И это, конечно, заинтересовывает. Фазилем интересуется больше, чем, например, какими-то другими писателями, потому что это правда наша, и дети это чувствуют. От белокаменной набережной Мухуса до колорита села Чегем дух и проза великого писателя окружают каждого жителя Абхазии ежедневно. Но дети, как известно, будущее любой страны. И потому особенно важно, что творчество Фазиля Искандера продолжает жить и в них. Рада Чачава, Инал Гвинджа, Абхазское телевидение. И в завершении выпуска традиционно о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в выходные дни 23 и 24 марта на территории Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами ночью и утром временами дождь, туман, днем без осадков. Температура воздуха ночью +3, +8, днем +8, 13. Температура морской воды +11. На этом наш выпуск завершен. Я с вами прощаюсь. Абхазское телевидение продолжает свою работу.